об ментальности людей. Ведь на самом деле я обратил внимание, что у нас люди очень жестокие. Это даже ни при чем не в правоохранительных органах дело, а люди сами по себе жестокие. Вот даже смотри, вот не стал Юрий Михайлович Лужков. Не спорю, конечно, никто не без греха, не спорю, конечно. Но вы почитайте комментарии, какие пишут про Юрия Михайловича Лужкова, да, одна агрессия. Там чуть ли доходит до того, его место, да, его место, там чуть ли не в аду пишут, да, но так нельзя. Я понимаю, конечно, агрессия, да, и вот даже недавно был 3 дня назад праздник День Конституции, 13 декабря. Я взял одного товарища, поздравил с Днем Конституции, одного и второго поздравил. Мне, большой оригинал. И мне такую тираду выложили, высказали. Говорит, какая Конституция? Да нам за квартиру нет нечего. Вот на самом деле вот люди не то что обозлены, может быть это не связано, может быть это ментальность людей, что вот какая-то вот агрессия какая-то. Вот. Но это не воспринимается как праздник. Ну да, почему-то в этом плане. Потому что они видят, что их права нарушаются каждый день. И люди агрессивны. Что тогда отмечать, и на самом деле, этого не существует в реальности? У нас в республике у нас и органы, и люди, и не то что органы, я не говорю, они вот как-то, знаете, вот такое ощущение, что получается как-то вот какая-то вот жесткость, вот такое ощущение, что Москва сделает по-другому, а у нас в раз-два пожестче все это сделают, все пожестче исполнит, то есть мы хорошие исполнители. Москва... Ладно, все, больше молчать не буду. Говорить больше. Говоришь на 3 статьи, да? Может, демократическая? Да, у нас очень много агрессии, на самом деле, у нас, мне кажется, тут дело не в этих, что их довели, не в органы, а то, что народ, мне кажется, у нас более агрессивный. Мне кажется, это не с того, что у нас не больше зарплаты, может быть, это ментально. То есть ты сейчас ударился и в шовинизм, и в национализм, и во все сразу? Нет, не национальный, я больше по территориальному принципу оцениваю, а не по национальности. Я ничего против Мордвии не имею, это милый народ, против русских ничего не имею, просто вот именно на региональном уровне, так кажется, вот, территориальном. Это же обычный, я уже забыл даже вопрос, с которым мы начали. Мы жили в лесу. Что-то давит оппозицию, да, они разбегаются. Такая была тема, суть вопроса, да? Ну, я бы не сказал, что у нас прям вот такие репрессии там царствуют у нас в Мордовии, да, изо дня в день. Ну, не знаю, человек вот умер, да, глава Яблока Мордовского, ну, то есть не факт, что вот его довели, я бы не сказал так, что довели. Просто, может быть, у него были проблемы со здоровьем, и, конечно, ну, но ты не факт, потому что ты не общался с ним, концов. и поэтому для тебя это не факт. А вот я общался, поэтому для меня факт. Ну, тебе виднее, конечно. Я не знаю, я свою точку зрения просто высказываю. Вот. Тем более люди, когда уходят в политику у нас в стране, они знают, на что идут. Должны знать в конце концов. Для них это способ их деятельности, существования. Идешь в политику, умрешь. И, знаешь, вот радикальная оппозиция тоже сейчас во многом уже не идеализирует. Яблоко может не быть, радикальная они... Нет, Яблоко не радикальное, они системные, скажем так. Я имею в виду Навальный и все остальные. Там, да, есть у него что-то правильное, но многие факты притянуты за уши, скажем так, если их глубоко копать. То есть всему нельзя слепо доверять, ни власти, ни оппозиции. Головой своей думать надо, да. Пришел к такому выводу, да, к своим годам, как говорится. Вот. Вот послушайте кажется, даже на своей точке зрения. Ну да, есть у нас определенное давление на оппозицию. Понятное дело, как и во всей России. Но не чрезмерно, скажем так. Ты можешь иметь свою точку зрения, не особо не выпячивать ее, но можешь иметь. За инакомыслие просто в тюрьму не посадят. Но тут, да, вопрос ментальности, скажем так. Патерналистское общество, оно не прибьется вообще инакомыслие в своих рядах, скажем так. То, что транслируется сверху нынешней власти, оно должно приниматься без возражений, без каких-то сомнений. И это меня, как, допустим, человека, который старается мыслить, ну, более-менее критически напрягает, скажем так. Кто-то более обостренно все воспринимает, его это напрягает больше. Но это уже вопрос восприятия, скажем так. А вот у нас новый министр внутренних дел назначили, и он привел из Москвы своих, видимо, доверенных людей, которых считает профессионалами. И как бы с ними удобно сотрудничать. Откуда у вас такие вопросы? Да? Вот он назначил человека, который будет отвечать за экономическую безопасность и противодействие коррупции в Мордовии, и руководителя саранской милиции, тоже, видимо, своего товарища.
Какие вы могли бы дать пожелания новым руководителям, чтобы, может, улучшить в чем-то правопорядок у нас в республике, чтобы меньше воровали, меньше, может, на улице преступности? Повысить зарплаты и будет меньше экономических преступлений. Нет, нет, конечно, я шучу. Но это не вопрос Я шучу, к министру МВД. Да? Я шучу, конечно. Чувствуете ли вы безопасность на улицах? Чувствуете ли вы, что у нас с преступностью ситуация лучше? Или вы не чувствуете это, хотели бы чувствовать? Или вы бесчувственны? Отец и на Химаш ответь. Ну как я, наверное. Ну, ты знаешь, в силу того, что вот мы, Владимир, все-таки люди, ну, мы люди просто, может быть, в этих кругах мы не вращаемся, мы не знаем. Если мы постоянно бы ходили, Криминальных? ну, Или правоохранительных? нет, это, допустим, мы с Виктором. Да с с вами Владимиром неинтересно, вы ходили. наркотики не продаете, значит, в криминальных кругах не замечены. Нет, смотрите, если мы с Виктором, если мы, Даже на Навальном не если мы работаем, постоянно да? ходили бы сами в бар, в пивбар, может быть, конечно, мы увидели все это. Да, если мы пошли бы в час ночи, вот здесь вот районный отдел полиции, да, мы сделали бы, да. Нет, Что ну, происходит сейчас просто надо? сказать про свои собственные ощущения. Ты же ходишь по улице. Во-первых, мы в дежурную часть не обращаюсь. Ну, по улице, конечно, В вечернее время. ну, я больше, конечно, у меня страх был в 90-х годах, больше страх, в нулевых годах. А сейчас Ну, я это считаю, чувствуешь, что- конечно, да, что сейчас, скажем, спокойнее стало. как стал спокойнее, безопаснее. Иногда, конечно, по Химашу пройдешь, ну так я бы не сказал, что прям там чувствуешь, что вот вдруг кто-нибудь тебя нападет, и вдруг что-нибудь, да я бы не сказал, наверное, как бы, что опасно. Вот только... У нас с уличной преступностью борются, скажем так. Борются там, камеры везде развешаны. Сейчас уже нет такого беспредела, как в 90-е годы, когда на улице стреляли там, Ну хотя гонять, могли там пырнуть спокойно, или еще гоп-стоп был на ну, каждом хотя шагу. Стали Нет ЦС, такого, конечно, да. читаешь Стали ЦС, конечно. Ну Там есть, но это много бытовуха в написано. основном. Нет, там я вот описывается. сейчас стал больше бояться бродячих псов. Вот от них можно получить вред, кстати. Я бы Собак. советовал обратить новому министру больше внимания на борьбу, конечно, с организованной преступностью, в том числе вопрос к сращиванию бюрократии с преступностью. У нас же нет организованной преступности. Нет, ну официально нет. Она всегда есть и будет во всех странах. У нас даже в секса самых нету в Советском развитых. Союзе. У нас же нет организованного, у нас же все с этим нормально, в принципе. Но это мы так думаем, понимаешь? Она даже в Америке есть организованная Нет, преступность. ну понимаешь, в чем дело? Просто ты, во-первых, не крутился в этих кругах. А если бы ты жил где-нибудь постоянно на ТЭС, где-нибудь на Гранд Химаш, ты его какие там товарищи отъявлены, может быть, ты по-другому. Просто мы не крутим, просто мы как бы, ну хотя, Ну да, в целом, конечно, естественно. по улицам, конечно, безопасно ходить, да, вот в этом плане. Как бы особо не скажу, что прям буквально уж он опасно, да. А Я вот, свои пожелания сказал. Вот Да. в этих сферах надо найти. В сфере ЖКХ в том числе, в сфере борьбы коррупции надо усилить воздействие. Что еще сказать? Ну и в сфере, во всех сферах, конечно, надо не ослабевать давление. Потому что присутствие такое дело, стоит только ослабить на нее давление, она сразу поднимает свою голову. да. Но я посоветовал еще делать поменьше обысков у представителей оппозиционных политических организаций. А вот у нас осенью сменились руководители Лямберского, Краснослободского, Рамаданского района и новый мэр Рузаевки. Какие вы пожелания могли бы дать по этим районам? Рузаевка, во всех районах практически мы были. И в Рузаевке мы бывали, да, мэр Рузаевки, там, по-моему, молодой парень, да, по-моему, стал Да. относительно. А какой, кто из районов говоришь? Рамадановский, Лямберский, Краснослободский. Я был у них, но проездом я вообще не знаю, Ну то есть, ладно, как сейчас, там подробностей. сейчас покажешь, наверное, То есть подробно. несчастных местных жителей Нет. не видел. Нет, получается. Нет, Я- ты знаешь... я не знаю, несчастные нет, ты или- знаешь- или счастливые. Нет, вот признаюсь честно, это я лучше вот, у них спрашивать. знаете, про какой район слышал? Не буду говорить правду. Я был в один из районов Саранска, да? Говорите мне, говорит, ну не буду говорить, какой район, да? И я как-то приехал в один район, да, вот наш, а город довольно-таки он большой. И как-то я в 2 часа у меня было свободное времени. Я думаю, что мне делать, куда мне пойти? Это в пределах Саранска ты имеешь в виду? Нет, в пределах Мордовии. районного центра. Ага. Есть у нас Кослободский район, Ковылкинский, Чамлинский район. И вот я решил пройти, говорю, ребята, скажите, пожалуйста, куда вас можно заходить? Ну, понятно, вот эти развлекательные, ну, вот эти вот питейные заведения везде есть, да? Ну, куда вы можете спросить? И мне один житель сказал, вы находитесь в самой, ну, знаете, да, в самой... В удаленном самой- месте вселенной. Да, Попе, самый- хотел сказать. в мире, да. И вот, понимаете, вот я бы пожелал бы, что, вот на самом деле, взять Краснободский район, можно Ковылковского, можно Полянского, пожалуйста, или только этим районом, да,
чтобы все-таки у нас, во-первых, у людей мало денег, что, допустим, все-таки у них был интересный досуг в Лямберском районе, Рамадановском. Хоть открыли, чтобы кинотеатры открыли, их все позакрывали. Только кинотеатр только есть в Рузаевке и у нас в Саранске. Вот хотя бы, чтобы вот молодежи есть было чем заняться, чтобы они вечерами смотрели онлайн кино, потому что денег не хотя бы вот побольше просто развлекать. Не расследование Навального смотрели в интернете. Вот что нужно. Вот. Так что у нас, я обратил внимание, что ну и в Саранске, и в этих районах стал очень такой досуг, стал примитивный досуг. У людей банально нет денег, а вечерами они просто вот, ну, Смотрит в окно. никуда не ходят, да, и практически вот. Виктор, вам еще не дают говорить. Прошу прощения. Нет, я согласен, я наоборот вставляю всегда свои 5 копеек. Правильно, И- очень приятно комментировать. У меня Нет, я не знаю, я же сказал сразу, Да. что как я могу что-то пожелать, вот, если я в этих районах не живу. Я могу им пожелать только хорошо работать на благо жителей своих районов. Но остановились. Везде у них есть проблемы, естественно. Еще больше, чем в Производство Саранске. остановились. Нету рабочих мест, нету сейчас вас прервут. нормальных дорог, нету больниц, там что еще сказать, я не знаю. Вот над всем этим надо работать. Я уверен, в каждом из этих районов есть такие проблемы. Потому что эти проблемы есть в каждом районе у нас, к сожалению. Не получилось. Пусть они работают над их исправлением. Не получилось мне сделать короткую программу. Еще тогда две темы обсудим. У нас осенью, оказывается, в Все равно сезон... никто не будет смотреть уже целый час. Мы тут Да, Ну, мне я кажется, посмотрю. распинаемся. Вот в СИЗО Ты 1 по очереди смотри. в следственном изоляторе И в комментировать. Саранске избивали заключенных. Сказал Сотрудники Владимир, смеясь, администрации. Да. 8 обвиняемых в знак протеста совершили акты членовредительства, порезали себя. И об этом сообщил умница из газеты «Столица С» Денис Тюркин, который тоже вот входит в общественно-наблюдательную комиссию по Мордовии. А 5 ноября еще несколько десятков осужденных уже в исправительной колонии 7 объявили голодовку тоже в знак протеста против избиений. Тогда мы еще обсуждали весной, вскрывали себе животы после избиения и в июне. Вот у нас вот такое в нашей республике. Избивают людей, они как-то сопротивляются. Те, кто их избивают, говорят, что они не соблюдают, недисциплинированно, не соблюдают порядок, плевать хотели на, как бы сказать, установленные порядки на зоне. Сразу бегут в прокуратуру жаловаться, да? Да, ну, если бы меня тоже избивали, я бы, наверное, тоже пошел жаловаться. Так что, как мы будем решать эту проблему, чтобы было меньше насилия и было более спокойное отбытие наказания и исправления? Подумайте 5 секунд и отвечайте. Еще 5 секунд. С Виктором начнем, да? Или он специалист? Тебе надо еще подумать. Да? Нет, я могу Он тоже. всё равно Нет, я не специалист Он по сейчас тебя колониям, прервет, скажем прервет. так. Ну, Это называется пенсарный уже, это пенсарный такой вопрос. да. Да, вы же профессионал Что во мы всех можем областях. сделать? Как, ну, усиливать общественный контроль над местами заключения в нашей республике. Ну, что сделать? Больше освещать в прессе такие факты. И как бы это же не только в Мордовии. Вот недавно был скандал, где-то в Ярославской колонии избивали заключенных. Притом это снято было. Вот, кстати, надо больше технических средств применять для фиксирования того, что происходит, и чтобы был доступ в общественности. Наши, этим видимо, съемкам. поумнее успевают удалять эти видеозаписи, наверное. Ну, я не знаю подробности, может быть, у них ничего не снимается. Да, или случайно кончилась батарейка, а мы не заметили. Ну, вот за этими вещами тоже должен быть контроль. Но вообще же у нас Мордовия царство колоний, как известно. Это же у нас такие традиции издавна ведут. Даже недавно сказали, что у нас зарплаты низкие из-за того, что у нас много колоний. Да, да. Средние зарплаты. Ну там, Территория видимо, Мордовии. часть зарплаты идет на то, что их Федеральная содержат, может кормят, быть, и да. поэтому остаток уже им выплачивают. И за это нам получается маленькая Они же зарплата. там работают ведь на Нет, самом они деле. получают Работают минималку. с утра до Работают за вечера. троих, получают минималку. Это же еще из Пусси Райт вот это говорила, да? Да, после На нее эту тему. пошли реформы. Спасибо. И Возмущалась. Колокольниковой. Вот. Но на самом деле вот именно соблюдение прав человека в колониях один из индикаторов, мне кажется, вообще самочувствия общества, отношение к больным, Согласен. где старикам и в том числе и к зэкам в том числе. Я не говорю, что нужно носить на руках заключенных. Они, конечно, тоже не, сказать, не поймальчики в большинстве своем, но элементарные права человеческие нужно соблюдать. Ну, по крайней мере, не избивать людей ни за что. Вот.
Ну, должен быть контроль. Должно быть больше прав у членов общественных комиссий, больше, как бы, меньше волокиты какой-то, больше прав у адвокатов на общение с заключенными и на возможность обнародования вот этих данных, чтобы потом не могли на адвоката завести дело из-за этого, принудить ее уехать из страны в том числе. Ну что еще говорить? Это комплексный, очень сложный вопрос. Что вот может Денис Ну, добавить? во-первых, в отношении осужденных, они тоже далеко не ангелы, в принципе, да? Но мы с вами тоже Это можем Бывают, у нас же процент оправданий очень маленький среди судов, Это мы а это значит, знаем. что много невиновных. Вот Генри Резник подсчитывает, что несколько десятков тысяч в год попадают в суды, в исправительные учреждения без выполнения как бы вот достаточного лимита вот аргументации, потому что у нас судьи часто штампуют. Поэтому мы с вами тоже можем попасть, нас будут избивать, а про нас будут говорить, что ну, они же не ангелы. Нет, Этот Денис Викторович Вышов, вы видели, что он говорит о женщинах? Ну, Он смотри, шовинист тот еще. Да я о женщинах хорошо отзываюсь. Вот. Ну, во-первых, мы в России находимся, от суммы тюрьмы не зарекайся. Да, естественно, конечно, может любой попасть. Но дело в том, что... Я же наоборот сказал, что хоть они не ангелы, но их нельзя бить из-за этого. Сейчас же не 18 век, например, 21. Ну, на самом деле, там все-таки тоже есть и психологическая служба, там есть и воспитатели, Ставлю свободы. На самом деле, ну, я просто к чему говорю, понимаешь, Владимир, вот, допустим, возьмем закоренелого преступника, да, он совершил преступление, кого-то, может быть, даже лишил жизни. Он отбыл 10 лет наказания, он живет дальше. Кто-то раскаивается, кто-то может не раскаиваться. Вот, а человек кто. Поэтому не нужно, я понимаю, конечно, нужно защищать их права, да, но в то же время они тоже получат, они тоже совершили плохой поступок. Не спорю, конечно, там много невиновных, но все-таки они должны как бы осознавать, вот, и вот именно в местах лишения свободы нужно развивать не просто вот палочную дисциплину, да, что вот именно жестоко, а то, чтобы вот люди как бы могли, допустим, вот уметь раскаиваться, чтобы они цитировали Достоевского. Ну, конечно, понимаю, да, вот в этом плане, чтобы на них воздействовать, да, чтобы они понимали, чтобы они давали, увлекались искусством, да, чтобы они уверовали, чтобы они умели раскаиваться. У нас получается так, что больше будет жестко, да, если ты попал в место лишения свободы, все, мы просто там тебя содержим, и все, и значит, ты должен порядком. Вот, может быть, в этом плане, может быть, воспитательный эффект усилится. По большому счету, они ведь тоже, ведь, в принципе, есть те, которые такие преступники, что не просто Это у нас известно, да, что у нас красные зоны в основном. И смотри, вот ты тоже... Под властью администрации смотри, находится. Вот тоже обидно. Вот читаешь некоторые... А что совершили наезд на человека, да, лишили жизни, допустим, да, их отвели в колонии поселения там на год 3, на лет 5, да. В 2020 году будет у нас 9 мая, будет амнистия, и эти товарищи все будут на свободе. Но ведь тоже обидно будет жертвам, да, и они будут все на свободе, и снова всех отпустят. Отпускают кого? Средней там тяжести, да. Но если обидные жертвы, тогда мы всех должны на всю жизнь сажать. Ну, не все, Украл, конечно. допустим, телевизор, Выпил, да? а я все там, бабушка говорит, я копила всю жизнь на этот телевизор, а ты украл, а его выпустят через 3 года, пусть сидит. Да. Это мы так всех будем сажать на всю жизнь. То есть как-то все. Наказание должно быть соразмерное. А вы все видели, как в Ярославской колонии избивали заключенного? Вот видео. Новая газета публиковала. Нет. Как вот там десятки минут человека бьют по ногам, по пяткам, чтобы потом свалить, что это он просто ходил по земле, и поэтому у него на пятке такие синяки. Лупит по очереди, каждый должен несколько десятков ударов нанести. Но насилие не должно быть ни с одной стороны. Ни стороны администрации, ни стороны Ну да, он... других заключенных. Их же часто подбивают, Да. так сказать, асоциальные элементы, вот эти все воры в законе и так далее, другие авторитеты на то, чтобы участвовать в акциях несогласия, скажем так. Ну смотри. Стремление противодействовать Нет, администрации, восстановлению своих порядков, да? Ну, Это тоже недопустимо. Нет, да, Что должно лучше, быть. власть бандитов в колонии или власть администрации? Не, Владимир, знаешь, что еще? Власть администрации, но которая не применяет насилие, которая вот все факты это насилия вот скрывает. А еще знаешь, что я заметил в Так, нашем обществе? давайте. Прости, пожалуйста. Да. У нас очень много провокаторов, кстати. Как со стороны администрации, как со стороны вот осужденных. Вот провокаторы много что провокаций. Мы вот научимся
еще ставить на место провокаторов, тогда может быть дело лучше. Мне кажется, еще тут идет провокация. Либо Согласен. осужденный провоцировать, Согласен. либо администрация. В общественной организации И внедряются даже очень много провокаторы. хороших людей, смотрите, вот даже вот я, ну, как юрист, да, вот и говорю, ты тоже как юрист, да, вот есть такая статья, как смягчающая, как аморальность потерпевшего. Да, осужденный совершил правонарушение, но, может, потерпевший сам его спровоцировал. Ведь некоторые потерпевшие тоже провоцируют его на негативные действия. Провокаторы тоже у нас есть, по большому счету. Провокаторы в этом плане. Это Даже как у нас Всеволод Чаплин говорил. даже возьми сейчас... А девушка, почему она в короткой юбке, значит, ее надо насиловать. Смотри, Нечего ходить в коротких Смотри, вот юбках. Юрий Михайлович Лужков, помнишь? Его в живых сейчас не стало. А ведь от чего он умер? А помнишь, как Доренко, конечно, тоже в Царстве Небесном, тоже ведь он провоцировал, тоже ведь травля была. Помнишь, это было, по-моему, лет 15 назад, да, по-моему, была тоже травля. Вот как будто вот Травля кого? Лужкова? Да, помните, это надо Ну, как сейчас помню, конечно. В каждом выпуске журналист, да, мочили вот, Лужкова. вот, и это все влияет на здоровье. Но это политика. И здесь я считаю, что и у них тоже есть Это как бы по провокациям. особенность национальной Может быть, политики. многие как бы вот тоже, может, вот как бы вот спровоцировали и так далее, и так далее. Ну, вот такая ситуация. Нет, вы не думайте, я то, что они, Нет, я считаю, не что ангелы у нас тоже. каждый день существования в нашей стране это уже пытка, по сути дела. Ну, Если так широко на это взглянуть, учитывая, что большинство людей просто выживают, да, каждый день думают о том, где взять денег, чтобы дожить до зарплаты, условно говоря. То есть уже, как кто-то сказал, то, что ты живешь в России, уже тебе можно дать героя за это. Поэтому все, на этом все отражается. Тут не надо быть провокацией или еще чего-то такого. нет, а смотрите, а вот даже... Что ты в колонии находишься, что ты на свободе, ты так или иначе находишься под гнетом Нет, а возьмем, обстоятельств. возьмем про нашу зарплату, да, зарплату наши. Один исследователь московский, он что сказал про человека, про русского? Что мы рабы. Вот мы получаем зарплату 10-15 тысяч, да? Все на коммуналку уходит, там, ну, на семью и так далее. И мы оставшую На зарплату... Ну, не на Еду и на жилье. Ну да. И мы всю оставшую зарплату тратим на поддержание рабочего состояния. А ведь тоже это психология рабов, это не исследовательского. Ведь тоже в древнем мире тоже так было. Рабов кормили, чтобы они не поняли, что работают. И тоже сам просто поддерживается в рабочем состоянии. Все. А практически получается так, что мы ведь и не живем, ведь вся зарплата у нас все разлетается. На что вот мы тратим? Все разлетается, чтобы просто мы как рабы тоже, с одной стороны. Мы Вот не такие рабы. люди с такими мыслями рано или поздно попадают в колонию, где их начинает Нет, бить. это я просто сказал, за мне это. не следователь одного писал, научный Следователь. Исследователя. Исследователя. Ну и посмотрите следователя, да? Нет, исследователя. Значит, мы все рабы. На этой ноте мы В закончим. советское время говорили, мы не рабы, рабы не Рабы, мы. да, не мы, в смысле, Да. не могут говорить. Они не способны говорить. Денис Викторович Бышов, Виктор Владимирович Тетерин, Мордовский блок новостей. Спасибо вам обоим большое. Спасибо. Спасибо за внимание. Я по-буддийски